Всем добрый день! Представляем вам нашу экскурсию по города Казани. Эти объекты отражают историю и современность Татарстана, а также являются самыми посещаемыми среди туристов нашего города. В этот топ мы включили для посещения учебно-лабораторный корпус Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, театр кукол «Экият», ресторанно-развлекательный комплекс «Туган-Вылым», Старо-Татарскую слободу и дворец земледельцев. Поволжский университет спорта и туризма – уникальный пример учебного заведения спортивно-туристического профиля, существующего в новейшей истории России. По сути, мы пережили 3 рождения. В 1974 году, в момент создания в Казани филиала одного из ведущих на тот момент физкультурных институтов Советского Союза, мы открыли возможность региону подготовить целый ряд специалистов в профессиональном и любительском спорте, для того, чтобы отрасль системно развивалась. Благодаря этому решению спустя 4 десятилетия из нашего вуза выпустились более 70% специалистов разных отраслей. Второй этап становления вуза связан со строительством крупнейшего в России автогиганта КАМАЗом. В 1986 году было принято решение о переводе нашего вуза в Набережные Челны, город, где был построен Камский автомобильный завод грузовиков. Тогда институт, получивший в этот период статус академии, значительно расширил свой набор образовательных программ, выполняя задачу подготовки специалистов гуманитарного профиля. Именно здесь, помимо физкультурно-спортивного и туристических направлений подготовки, открылись педагогические и психологические специальности. Появилась возможность получить среднеспециальное образование в колледже физической культуры и спорта. Начал свою работу диссертационный совет, поскольку большое внимание уделялось развитию спортивной науки. Особенно перспективными были признаны медико-биологические исследования наших специалистов. Надо учитывать, что все это было сделано в сложные для страны времена перестройки, когда финансирование образовательной сферы резко сократилось, а рыночные реформы привели к кризису системы государственного образования. Третий этап в истории вуза начался с победы России в заявочной кампании на право проведения 27-х Всемирных летних студенческих игр, которые прошли в Казани в 2013 году. Первый набор студентов уже прошел в 2010 году в Казани, показав, что интерес к новой академии существует не только в России. В настоящее время в университете обучаются студенты из других стран. У вуза даже есть свой лозунг, который звучит так: «Учись побеждать». Наш университет является международным центром спортивной жизни. На спортивных объектах вуза проводятся масштабные соревнования с участием сильнейших атлетов мира. Наш учебно-лабораторный корпус состоит из 50 учебных и лекционных аудиторий, учебная лаборатория, ресторанный комплекс на 600 мест, библиотека и книгохранилище на 200 тысяч экземпляров, спортивный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, киноконцертный зал на 1500 мест и музей истории студенческого спорта. Ведущее заведение Татарстана для юного зрителя характеризуется волшебным внешним видом. Его можно сравнить с зарубежным Диснейлендом, так как театр кукол похож на замок. На фасаде здания расположены скульптуры разнообразных героев, а сам сказочный дом украшен цветными вставками, а также арочными оконными проемами. Необычайно прекрасен внешний вид в вечернее время суток, когда включается подсветка. На фасаде здания находятся громоздкие часы. Согласно задумке автора, они напоминают об игрушечном предмете. Немногим известно то, что в фундаменте конструкции заложена капсула с посланием. Это сюрприз, который будет открыт в определенное время. Там находится информация от первого президента Республики Татарстан Минтимира Шаймиева. Театр был создан в 1934 году как первый государственный интернациональный театр кукол. С 1959 года театр кукол размещался в здании Сошествия Святого Духа, а с 2012 года начал показывать спектакли в новом здании на Петербургской улице. Это здание начало возводиться по инициативе президента Республики Татарстана Минтимира Шаймиева. Строилось 3,5 года с 2008 года и обошлось бюджету в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Название театра образовано от татарского слова «экият», что в переводе означает «сказка».
Репертуар театра включает в себя более 40 спектаклей различного жанра и стиля на русском и татарском языках. В апреле 2014 года был открыт музей театра. Каждый год горожан и туристов радует фестиваль цветов. Свои композиции на площадке традиционно представляют ландшафтные фирмы, питомники растений, предприятия жилищно-коммунальной сферы и строительного комплекса. Всего в прошлом году на площади 23 тысячи квадратных метров представлены 15 композиций и 17 созданных в позапрошлом году. В том году они решили задействовать дополнительную зеленую зону, которая раньше была покрыта газоном. На площадке перед театром кукол сохранились удачные композиции прошлых лет, таких как «Алиса в стране чудес», «Причудливый Баобаб», а также «Розовые очки», где центром стал выкрашенный в ярко-розовый цвет старый кабриолет. Несмотря на то, что эти миниатюры многим горожанам уже знакомы, они до сих пор остаются центром притяжения на площадке фестиваля. Среди новых композиций выделяется площадка компании «Макдоналдс», выполненная к 20-летию с момента появления компании в Татарстане, триумфальная арка, посвященная столетию ТАССР, композиция «Танец с ветром», а также сценическая музыкальная площадка с пианино и дорожкой в виде клавиш. Сейчас мы находимся в комплексе Туганово-Лым, что в переводе означает «родная деревня». Это ресторанно-развлекательный комплекс, который был открыт в конце лета 2005 года. В эти дни жители города Казани и многочисленные гости праздновали день рождения старого, но уже очень современного города Казань. С того самого дня туристам и жителям города, чтобы прочувствовать татарский быт, не нужно было ехать в глухую провинцию, а им достаточно было просто приехать в Туганово-Лым, чтобы полюбоваться ее национальными особенностями. Сейчас я нахожусь у треугольника Эчпочмака. Это татарское национальное блюдо, изготовленное из печеного дрожжевого, реже из пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса, как правило, это баранина, говядина, утка или гусь и лук. И все это такое же наше любимое и вкусное блюдо, как и наш национальный чак-чак. Памятник румяному Эчпочмаку был установлен в честь дня рождения и города, и Дня Республики Татарстан 30 августа 2016 года. И его художником являлся Андропов Владимир Михайлович. На территории находится блинная с настоящей дровяной печью, где вам предложат изумительные блины и лепешки, приготовленные по рецептам из различных уголков России и собранные из давнишних времен. Также есть ресторан Туганово-Лым, кафе «Аланаш», кафе-лаунж, мечеть, в которой каждую пятницу проводятся намазы и также проводятся татарские свадьбы, никахи. Действующая татарская баня, 4-этажная лестница, мельница, Мишкин дом, где представлен музей из мишек. Также есть мастерская плотника, где находится гончарная мастерская, где каждого желающего научат пользоваться гончарным кругом для изготовления изделий из глины. Сувенирная лавка изделий из фарфора, где художниками являются наши местные казанские мастера. Сувенирная лавка изделий из дерева, где самое дорогое изделие стоит 900 тысяч рублей. Это зеркало, изготовленное ручной резьбой по дереву. Также различные сувенирные мастерские, сувенирные лавки, где можно приобрести магниты, национальные костюмы, тюбетейки и памятные сувениры.
Сейчас я бы хотела рассказать про некие особенности татарской бани и чем отличается русская баня от татарской. Татары в бане пользовались так же, как и русские, березовыми вениками. Бани по-черному у татар схожи с русскими банями. Также татарские бани были рассчитаны на более длительное времяпровождение, и также они в основном ходили с утра, чем русские. Также в татарской бане имелось гораздо больше помещений, чем в русской. И входящий в баню сначала попадал на небольшой сенник, в углу которого устраивалась комнатка с небольшими окнами и нарами, которые были усыпаны подушками. Это была комната отдыха, где супружеская пара могла уединиться от детей. Также татары во время мытья использовали мало воды. Они больше потели и окачивались водой начисто. Также в рамках ритуалов гостеприимства татары в баню подавали кушанье. В летнее время года для детей здесь есть множество аттракционов. Построен автодром, работают веселые аниматоры, построен тир для стрельбы из лука, детские качели. Также на территории имеется прудик. И в зимнее время года, когда пруд замерзает, школьники после занятий бегут с криками и визгами испытать прочность этого льда. Также на Новый год в Туганово-Илым приходит множество гостей. Также здесь повсюду по территории есть светильники и фонари различных форм и размеров, призванные сделать красочным и запоминающимся вечерний отдых для наших долгожданных гостей. Также на территории есть ресторан «Туганово-Илым» вместимостью до 150 мест. В нем присутствуют 3 зала, 2 основных зала и 1 банкетный зал. Вам предложат национальные татарские блюда и блюда европейской кухни. И кто не знал, нашими национальными татарскими блюдами являются кызылык, губудия, элеш, белеш, перемечи, чак-чак, азу по-татарски и кыстыбый. Мы находимся в Старой Татарской Слободе. В XVI веке границы раздела служили приток Бурлака и озеро Нижний Кабан. Именно отсюда начинает отстраиваться новая часть города, где строились мечети, создавались купеческие дома, майданы. И
татары здесь жили всей своей семьей. Вскоре поселение становится одним из самых популярных, богатых и привлекательных мест города. Здесь жили купцы первой и второй гильдии, ученые, просветители, врачи и профессора, писатели, а также главы самых почитаемых семей татарской общины. В 1552 году Иван IV со своим войском начал взятие Казани. Оказалось, что половина войска – это татары. И тогда Иван IV издал указ о том, что татарам не разрешено жить в крупных городах. И татарский народ начал возмущаться. А где же тогда нам жить? И Иван IV сказал: живите здесь. Ни для кого не секрет, что татарские дома делились на две части. Одна была мужская, а другая женская. Также татары любили раскрашивать свои дома в разные краски. Настолько сильно, что даже был издан указ о том, что нельзя красить дом более чем 2 цвета. Но, как вы можете видеть, никто этого особо не соблюдал. Перед нами интересный объект – мечеть Марджани. В 1767 году Екатерина прибывает в Казань. Радушный прием ей оказывает представитель татарской слободы и просит о создании каменной мечети. Екатерина согласилась, и так началась постройка мечети Аль-Марджани. Сверху мечети располагался минарет, на котором человек кричал азан о том, что пришло время мольбы. Это памятник архитектуры федерального значения. С противоположной стороны находится озеро Кабан и Апанаевская мечеть. Вокруг была создана первая махаля, это татарская община мусульман. И мечеть тогда получила за счет этого еще одно название – Первая соборная. Мечеть Аль-Марджани – самая известная в столице Татарстана, ведь она не закрывалась даже в советское время и была единственной действующей мечетью в Казани. Она названа в честь Шикабуддина Марджани. Это великий татарский просветитель, мусульманский богослов, философ и историк. Марджани принадлежит более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках. Арт-объект высотой 2,5 метра выполнен из сосны и представляет собой оконный резной наличник. Авторы проекта – члены творческой группы при мэрии Казани Юлия Юнусова и Мария Мелентьева. Прототипом окно в Казань стал наличник одного из купеческих домов столицы Татарстана. Самое главное было передать андетику города архитектурную преемственность. Этот объект стал новым окном, откуда можно увидеть Казань во всей ее красе. В планах у девушек украсить такими объектами весь город. В каждом районе они хотят поставить подобные фигуры, чтобы познакомить жителей с искусством ремесла. Ремесло татарских зодчих очень уникально. Нет ни одного похожего наличника. Завершающим объектом является дворец земледельцев. Это Министерство сельского хозяйства Татарстана, которое находится в сердце столицы Татарстана, у северной стены Кремля. Он украсил собой центральную площадь, а также весь город. Здание расположено у подножия 15-метрового холма. Формой корпуса и заимствования архитектурных элементов ампира и классицизма здание в определенной степени напоминает Питти-Пале или один из корпусов Хофбурга в Вене, а с боковой стороны – Витториано в Риме. Перед дворцом разбита площадь, на которой также параллельно береговой линии реки Казанка расположены здания элитного жилого комплекса. Дворцовая набережная столь же богатых архитектурных форм. В отличие от экстерьера, интерьер здания выполнен сдержанно, с использованием недорогих материалов. В левой части здания находится Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, а в правой – подведомственная организация. Все туристы, посещающие дворец земледельцев, обязательно прогуливаются по Кремлевской набережной.